Добрый вечер. В эфире «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие полтора часа мы проведем вместе, обсудим самые актуальные темы этого дня. Будем говорить о мирном урегулировании на Донбассе, обсудим итоги вступительной кампании крымских абитуриентов на материковые украинские вузы. Будем говорить и о ситуации с карантином выходного дня. Сегодня Верховная Рада пыталась отменить постановление Кабинета министров, которое обязывало закрывать все развлекательные заведения, в том числе и рестораны, кафе, спорткомплексы на выходные дни, для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Эта попытка не удалась, но мы поговорим, почему была она и почему не удалась, и какие перспективы у нашей медицины, много ли заболевших и какой прогноз, при каких условиях будет введен полный локдаун в стране. Будем говорить о Крыме, о политических преследованиях. И для начала расскажу одну новость, которая тоже связана с Крымом. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении командира роты так называемой самообороны Крыма, а ныне депутата Госсовета Крыма Армена Мартаяна, больше известного как Самвел. Он возглавлял группу «Союз добровольцев Крыма», воевавших против Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. В 2017 году украинские правоохранители объявили Мартаяна в международный розыск. Он подозревается в совершении 6 преступлений, в том числе и в похищении и пытках граждан Украины. Все это происходило после оккупации Крыма, когда Мартаян возглавлял так называемые отряды самообороны в Крыму. Он занимался похищением и убийствами тех, кто был выступал против оккупации полуострова России. Его обвиняют в создании и руководстве незаконных этих вооруженных формирований на территории оккупированного Крыма. В прокуратуре Азербайджана отметили, что члены Союза добровольцев Крыма принимали участие в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской республики, используя боеприпасы и военную технику, совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, которые не принимали участие в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, которые угрожают общественно опасным последствиям, совершенные с особой жестокостью или общественно опасными методами. Вот давайте послушаем заявление прокуратуры Республики Азербайджан. В ходе расследования было установлено, что лидер группировки «Союз добровольцев Крыма» Мартаян Армен Гамлетович Самвел и члены этой группировки, обсудив в октябре 2020 года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской республики, а также с руководителями марионеточного режима Нагорный Карабах и вступив с ними в преступную связь, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджанской республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкинди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджанской республики, участвовавших в антитеррористических операциях. А с нами на связи Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право справа». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Прокуратура Азербайджана направила запрос в Россию с просьбой содействовать в расследовании и, вероятно, будет требовать экстрадиции так этого называемого Самвела. Теперь у него есть реальная угроза понести наказание за преступление. Какие перспективы, вы думаете, есть у нашей прокуратуры все-таки добиться правосудия и, скажем так, получить в свое распоряжение тех преступников военных, против которых возбуждены уголовные дела у нас, преступников, которые совершали военные преступления как в оккупированном Крыму, так и в оккупированном Донбассе?
Пане Романе, ну я хотів би, знаєте, попри весь свій оптимізм, сказати, що жодних перспектив ні у Азербайджана, ні відповідно української правоохоронної системи немає. Росія не видасть відповідно не Самвела, ні інших осіб, які причетні до військових злочинів на території окупованих районів Донбасу і відповідно анексованого Криму. Варто відзначити, що Росія навіть, ну скажімо так, відверто блокує розслідування найгучнішої резонансної справи за участю російських громадян, мається на увазі збиття Боїнгу MH17. Бо по великому рахунку те, що відбувається, ну дуже показовий момент. А там персони ну, більш медійні, скажімо так. Це і, власне, і Хмурий, і Гіркін, і інші особи, які безпосередньо, скажімо так, не тільки приймали участь у військовому конфлікті на сході України, анексії Криму, але й, відповідно, керували тими процесами. Тому сподіватися на правосуддя і, відповідно, те, що Російська Федерація віддасть Самвела Азербайджану, і чи там, скажімо, є особи, яких Російська Федерація передасть українському правосуддю, наразі таких підстав у мене немає. Тобто тут в цьому питанні є певний песимізм, на жаль. Але знов-таки, пане Романе, тут варто казати про те, що тут і, на жаль, наша правоохоронна система не допрацьовує. Тих осіб варто подавати все ж таки в міжнародний розшук по лінії Інтерпола, блокуючи їх можливість переміщення, власне, за межами Російської Федерації. От подібні випадки створили би певний прецедент. На жаль, Україна цього не робить. Чому пасує правоохоронна система? Чому Служба безпеки і, відповідно, Офіс Генеральної прокуратури не створює подібних прецедентів? Для мене це, на жаль, загадка. І тут варто, так, пане Романе, я закінчую. Тут варто відзначити, що, на жаль, і в самій правоохоронній системі України достатньо людей, афільованих, власне, з російськими спецслужбами. Або, скажімо так, чиї найближчі члени родини мають російське громадянство. Тобто запитань більш ніж достатньо. Кого ви маєте в виду? Давайте назвемо того ж Сьомочка, наприклад, сумнозвісного. Члени найближчої родини громадяни України, Російської Федерації. Давайте назвемо суддів Конституційного суду, у якої, наприклад, чоловік громадянин Російської Федерації. Голову Конституційного суду, у якого є нерухомість на території анексованого Криму. Уявіть собі, тобто людина фактично визнає правочин Російської Федерації на території анексованого Криму, і жодної реакції з боку правоохоронної системи України, в першу чергу Служби безпеки, немає. Пане Романе, про яку, власне, відповідальність ми можемо говорити? Це голова Конституційного суду України, який порушує всі закони України. І жодної реакції. А в чому причина, як ви думаєте, чому немає ніякої реакції? Пане Романе, а в тому, що безхребетність, власне, Служби безпеки України. Давайте згадаємо, наприклад, що 97% співробітників управління Служби безпеки по Автономній Республіці Крим зрадили свої присязі і залишилися на території анексованого Криму. Це не відповідь на ваше запитання. Давайте згадаємо, що приблизно 70% співробітників Служби безпеки України, мається на увазі управління по Луганській і Донецьких областях, вони або, власне, залишилися на окупованих територіях, або пішли у відставку. Це показник роботи, власне, українських спецслужб. Але більше того, пане Романе, мене пече, що колишні співробітники СБУ наразі очолюють самопроголошені республіки. Зокрема, йдеться, наприклад, про пана Пасічника, полковника СБУ. Є ще один полковник СБУ Басов, у якого є нерухомість в Києві. До речі, яка відомча нерухомість? Квартиру, яку він отримав вже після Революції Гідності. І от незважаючи на те, що він втік на територію окупованих районів Луганської області і певний час був заступником міністра держбезпеки ЛНР, відомча квартира за ним зберігається. І от я хотів би, власне, користуючись нагодою, візьміть під контроль це питання.
Яким чином, по-перше, Басову було видана ця відомча квартира, я ще раз повторюю, вже після Революції Гідності, і, відповідно, її подальша доля. І ви тоді отримаєте багато запитань. Свого часу були запитання, що на території України знаходиться родина, тобто дружина і батьки лідера ЛНР, не тільки Плотніцького, а, власне, і полковника СБУ Пасічника. І відповіді на питання, пане Романе, яким чином вони знаходилися на території України, ми таки не отримали. Общество было в ожидании изменения, да, политической ситуации, когда были президентские выборы, речь шла об открытой политике, все мы президенты, помним это выражение, о реформах, но ситуация пришла к тому, что мы сейчас окунулись, наоборот, в глубокий кризис политический. У нас конституционная реформа, недореформированные правоохранительные органы, назревает еще и парламентский кризис. Это все от неопытности или это все-таки есть какие-то силы потусторонние, скажем так, не украинские, которые вот просто удачно используют политическую ситуацию в Украине для того, чтобы вызвать эти кризисы в нашей стране? Пане Романе, це комплексне питання. Це, власне, і нефаховість. Це відсутність кадрової політики. Тобто немає кого призначати навіть на посади. Тобто так звана лава запасних, вона дуже обмежена. І, відповідно, не варто виключати зовнішнього чинника. Тобто роботи російських спецслужб і спецслужб інших країн ми тут мусимо визнати, в тому числі і країн так званих партнерів на території України. На жаль, територія України перетворена фактично в зону боротьби за сфери впливу. Тут варто зазначити, пане Романе, що не тільки російські спецслужби мають своє фактичне лобі в українському парламенті, маються на увазі певні парламентські фракції чи депутати цих парламентських фракцій, які на 7-му році війни можуть їздити спокійно на територію країни-окупанта, ба більше того, проводити зустрічі. І знов-таки Служба безпеки України не має жодних питань до них, хоча згідно статусу народного депутата вони є певними носіями держтаємниці. Але йдеться і про те, що, пане Романе, фактично і західні спецслужби відчувають себе власне в Україні, як у себе вдома. Достатньо згадати, що, наприклад, заступнику керівника українського парламенту можуть зателефонувати з посольства Німеччини і вимагати голосування чи то пояснення щодо голосування по тих чи інших питаннях. Все це свідчить про те, що Україна поступово, але впевнено втрачає залишки своєї суб'єктності, навіть в питанні захисту національних інтересів. Есть ли возможность это изменить, учитывая влияние, скажем так, и новый фактор нового президента США Джо Байдена? Ви знаєте, пане Романе, я не став би покладати на Джо Байдена великих надій. Я поясню чому. Його в українських ЗМІ малюють ледь не яструбом війни, який, прийшовши до влади, відразу вирішить питання щодо повернення окупованих територій, території анексованого Криму. Але давайте згадаємо, власне, позицію Джо Байдена за часів віце-президентства в команді Барака Обами. Власне, тоді тиснули на український політичний провід щодо невтручання питанні протидії російській агресії, власне, на території анексованого півострова. Давайте згадаємо позицію адміністрації Барака Обами щодо надання летальної зброї Україні. Тоді за влучним висловлюванням Трампа нам були надані подушки і ковдри. Варто й згадати, що, наприклад, саме Байден є автором ідеї перезавантаження відносин з Російською Федерацією. У 2011 році. Це недалека історія. Ну, может, он, обжегшись на тому примері, вже буде вести другу какую-то? Звичайно, пане Романе, але я хотів би вам навести інші приклади. Коли, наприклад, в 1990 році Джо Байден виступав категорично проти присутності американського військового контингенту в Перській затоці, в 2002 році він міняє рішення на кардинально інше, а вже не перебуваючи на посаді віце-президента Сполучених
Сполучених Штатів, він взагалі заявив про те, що Сполученим Штатам необхідно вивести військовий контингент з Перської затоки і, відповідно, з Афганістану. Поясніть мені, як це корелюється з позицією, власне, американської гегемонії і позиції яструба війни, який поставить на місце Російську Федерацію. Більше того, вже прозвучали заяви новообраного представника Пентагону, що Сполученим Штатам варто припинити військову присутність у всіх без винятку гарячих точках. Це крапка. Но когда говорят о Байдене, параллельно вспоминают и Будапештский меморандум, который был подписан в том числе и США, Британии и России, которые гарантировали Украине территориальную целостность и защиту взамен на отказ от ядерного оружия. И сейчас эта тема возникла вновь, и многие надеются, что это будет эффективным давлением на Россию и может принести результаты, если оживить, скажем так, Будапештский меморандум. Можно ли рассчитывать, по вашим оценкам, на содействие Джо Байдена в этом вопросе? Ні, пане Романе, я поясню, чому, власне, у вашому ефірі неодноразово звучали думки так званих експертів з приводу того, що у країн Заходу є певні гарантії згідно Будапештського меморандуму. Ну, по-перше, це не договір, а меморандум. А по-друге, власне, надії українського політикуму на втручання країн Заходу згідно підписаного Будапештського меморандуму ще буквально тиждень тому фактично, ну скажімо так, поставила хрест на них заява посольства Німеччини, посла Німеччини в Україні, яка сказала про те, що країни Заходу не несуть жодної відповідальності перед Україною згідно Будапештського меморандуму, бо цей документ не є міждержавним договором. Це крапка. Тобто, пане Романе, коли, власне, політичні популісти будуть розповідати про те, що Україна має вимагати якихось гарантій з боку країн-підписантів згідно Будапештського меморандуму, це відверто білий шум. Це намагання зняти персональну відповідальність щодо прийняття рішень по окупованому Донбасу, відповідно анексованому Криму. Відсутність власного бачення мається на увазі українського щодо так званої дорожньої карти врегулювання конфліктів на території України і намагання перекласти відповідальність безпосередньо на плечі наших західних партнерів. Але, як свідчить оця заява посла Німеччини, західні партнери не готові брати на себе цю персональну відповідальність. Заява була досить жорстка і чітка. Жодних гарантій щодо Будапештського меморандуму немає. Це крапка. Єдині гарантії, пане Романе, нам варто скористатися цією знов-таки відверто дурнуватою заявою вже посла Німеччини і заявити про те, що якщо немає гарантій, то Україна залишає за собою право виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно, Україна може заявити про свої наміри, хоча б заявити, пане Романе, я вже не говорю про відновлення ядерного статусу, але достатньо дипломатичної заяви, щоб, скажімо так, наполохати в першу чергу наших західних партнерів і змусити їх бути більш рішучими в питаннях, власне, пов'язаних з наданням нам військово-технічної допомоги. Вот, кстати, в нашем эфире Валерий Чалый, бывший посол Украины в США, и предположил, что этот пятый вопрос в вопросе президента про Будапештский меморандум, который был очень так сложно сформулирован, и в котором... Завуалюваний. Да, именно завуалирована была идея или посыл, что мы готовы в случае чего начать производить ядерное оружие. Насколько это реально? Реально, пане Романе, при наявності політичної волі, відповідно, приблизно $1 мільярда, Україна здатна відновити свій ядерний потенціал. Це або плутонієвий шах, або крок, я перепрошую, або, відповідно, збагачення урану. У нас є всі відповідні технології на території України, у нас є підприємства, які виробляють носії для доставки цих ядерних зарядів. Тобто Україна може пристати на цей шлях. І головне, пане Романе, давайте згадаємо міжнародний досвід. Ніхто не знає, чи є ядерна зброя в Ізраїля. Він, до речі, і сам заперечує цей факт. Але не заперечує можливості нанесення превентивного ядерного удару по країнах, недружніх до Ізраїля. Поясніть мені, про який превентивний ядерний удар йде мова, якщо він заперечує ядерну зброю? Отут ми і маємо використати міжнародний досвід власне країни Ізраїля.
заявити про можливість відновлення ядерного потенціалу і про можливість нанесення превентивного ядерного удару в моменті посягання щодо територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Да, заявить-то мы, конечно, можем, но какие будут последствия? Можем. Какие будут последствия политические в первую очередь? Пане Не Романе, лишимся ли по-перше, мы будуть- поддержки наших европейских партнеров и партнеров США? Пане Романе, а де ви бачили цю підтримку? 7-й рік анексований Крим, 7-й рік окуповані райони Донбасу. Коли нас заколисують питаннями так званих економічних санкцій, так вони не працюють. Незважаючи на так звані економічні санкції, Росія успішно побудувала, фактично побудувала Північний потік-2, дві гілки Турецького потоку, побудувала Керченський міст. Це досить такі грандіозні навіть для Росії економічні проекти. Але, як виявилося, в казні, в скарбниці Російської Федерації дивним чином знайшлися гроші. Більше того, Росія не зменшує, а збільшує військову присутність у гарячих точках на мапі планети. Остання присутність, розширення фактично військової присутності Російської Федерації – це розташування військового контингенту вже на території внутрішніх районів Азербайджану. І це за умови, що Росія зберігає свою присутність в Сирії, на Донбасі, в анексованому Криму і, власне, в Лівії. Поясніть мені, пане Романе, і хай нам західні партнери пояснять, яким чином тоді впливають економічні санкції на, власне, спроможність Російської Федерації постійно розширювати військову присутність і фактично бути фактором дестабілізації міжнародної ситуації в тих чи інших регіонах нашої планети. І висновок один – вони не працюють, ці санкції. Чи є пряма міжнародна підтримка України? Нам надали техніку другого покоління, яке фактично мало би зайняти місце в музеях старожитностей, а не на складах ЗСУ. Мається на увазі ті самі джавеліни. Це птури другого покоління. Це тільки, прости господи, українські експерти, військові так звані, могли розповідати, що це сучасна зброя. Власне, на озброєнні армії Франції і того ж Ізраїлю є птури 4-го покоління. Українські аналоги, мається на увазі Стугна, Скіф, Корсар, вони нічим не гірші, а навіть краще цих самих джавелінів. Але є одна велика відмінність. Наші аналоги 5 разів дешевше цих джавелінів, які нам фактично нав'язали. Нам зараз передадуть напівіржаві, давайте відверто казати, от ті судна, які ми гордо іменуємо айлендами, патрульні катери, які з 88-го року зняті з озброєння Сполучених Штатів. Для чого вони нам потрібні? Ви нам передайте сучасні технології, сучасну техніку, яку ми готові купувати в лізинг. Так, у нас немає грошей, бо ми їх розкрадаємо. Але дайте можливість хоча б переоснастити наші Збройні сили сучасною технікою. Нам потрібні конче системи ППО. У нас відкрите небо. Дайте нам можливість купити по лізінгу системи Петріот, які ви надали Польщі. Польща не воює. Воює Україна. От вам відповідь, пане Романе. Я благодарю вас за то, что Дякую вам. да, приняли участие в нашем разговоре, за вашу компетентную позицию. Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право справа», был с нами на связи. Еще раз благодарю вас. Сейчас мы переходим к разговору, связанные с системой образования и привлечением крымских абитуриентов в наши материковые вузы. И с нами на связи Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования «Альменда». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. За 4 года работы образовательных центров Крым, Украина и Донбасс, Украины количество поступивших с оккупированной территории увеличилось почти вдвое. Такие данные приводит Министерство образования Украины. После старта работы центров в 2016-м более 850 абитуриентов из Донбасса вступили в украинские вузы по упрощенной системе, тогда как в этом году их количество достигло 1600. И за это же время количество поступающих крымчан увеличилось со 153 до 265. Можно ли говорить, что нам удалось привлечь крымских абитуриентов, и мы справились с поставленной задачей?
Ну, по большинству мы можем сказать о том, что путь, который был намечен и который развивался, был, наверное, одним из единственных в данный момент. Ну, на то время, которое было, образовательные центры и прочее, прочее, прочее. И шаги, которые происходили, да, действительно, они существенно изменили ситуацию. Крымские дети поехали в Украину, поехали активно. Но, как всегда, появляется «но». Вот на сегодня, понимаете, украинское государство старается сделать все, чтобы перекрыть этот канал. Как не смешно это звучит, но это трагически. Какие факты? Ну, элементарно. Первый факт о том, что в бюджете должны были заложены быть деньги для образования крымских детей, и создания дистанционной платформы, ну и прочее, прочее, прочее. Какой результат? 0 копеек. Но это еще не все. Прикрываясь ситуацией, которая у нас есть, наверное, чиновники сделали все, чтобы запутать до такой степени невозможности, что даже специалисты не могут разобраться, как же должны поступать как крымские дети, так и дети с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Запутанность системы связана вообще с непонятной ситуацией. С одной стороны, открываются все вузы, с другой стороны, сохраняются образовательные центры. С одной стороны, любой вуз должен принять, но существует два отдельных положения. Положение для вступления из Крыма и положение для вступления с Донецка, с оккупированного Донецка и Луганска. Но это еще не все. Как всегда, прячется все, знаете, как говорится, в мелочах. Маленькое такое примечательное о том, что из Крыма может вступать только 10% на бюджетные места. Все года было 20%, а сейчас резко стало 10%. Почему? Что такое 10%? Это один человек, который может, например, поступить на бюджет на какой-то факультет. Тихо, спокойно уменьшили практически в 2 раза. Ну, кроме этого, существует еще масса других нюансов. Например, до сих пор в условиях поступления остается требование предоставить военный билет и приписное свидетельство для детей, которые должны приехать из Крыма. Смешно? Да, смешно. Извините, но 7-й год это уже идет, и каждый год в ручном режиме министерство это меняет. Поэтому на сегодня говорить о ситуации довольно-таки сложно, довольно-таки тяжело. И я думаю, наверное, только общественные организации очень существенно поднимают этот вопрос. И благодаря этому какая-то система действует. Например, последнее обращение к президенту и кабинету министров с требованием все-таки выделить деньги на образование крымчан. Ну, а дальше посмотрим, как говорится. Кроме того, вообще непонятно, где живут наши чиновники. Пандемия показала о том, что ситуация меняется практически моментально, с чем не успевают. И опять же условия поступления, на которые будут ориентироваться все, запутаны до такой степени, что с датами разобраться невозможно. Поэтому неразбериха, отсутствие информационной кампании какой-либо со стороны государства и непонятные действия украинской власти, к сожалению, могут прекратить этот поток, который нарастает на протяжении уже со времени оккупации. Вам известны цифры, сколько выделено на информационную кампанию на привлечение абитуриентов из оккупированного Крыма? Нет. Понимаете, отдельной строкой обычно это не привлекалось. Вообще-то это проходило через проекты, которые общественные организации проводили. Это они размещали баннеры на границах. Кроме того, что-то выделяла Херсонская областная администрация, вузы. Лично то же самое, каждый вуз размещал собственные баннеры, собственную информационную кампанию. А чтобы сказать, чтобы была какая-то целенаправленная государственная политика, то, к сожалению, этого нет. Почему? Может быть, это вы не дорабатываете? Не объяснили в Министерстве образования, что это необходимо? Подождите, мы это кто? То есть где общественные деятели, которые... Да. Тогда у меня возникает вопрос, а почему вы им это не объясняете? Вы что же являетесь, я думаю, и благодаря вам крымские дети знают очень много о системе поступления, потому что вы даете информацию, которую смотрят в Крыму. Почему чиновники не выполняют и сколько им можно объяснять? Мы проводили круглые столы, встречи, все что угодно. К условиям поступления постоянно происходят какие-то правки, которые не учитываются. И что это все происходит? Остается пока на месте и на той ситуации. Конечно, мы не остановимся на этом и будем продолжать свою деятельность, но, знаете, биться лбом о стенку тоже довольно-таки сложно.
Почему вы сказали, что 10% бюджета — это один человек, а 20 — это два? Ну, все равно это какие-то смешные цифры. Здесь довольно-таки, да, система, опять же, два человека, которые есть, или, допустим, это уже два человека. Это имеется в виду, если 10 бюджетных мест всего, и выделяется там, например, 10%. А если это 100 человек, это 10 и 20%. Это существенная разница. Вы посмотрите поступление в этом году в Институт Богомольца. Громадное количество крымчан поехало именно в медицинские вузы, которые в этом году открыли свою, можно сказать, возможность. Появилась возможность поехать в консерватории, что тоже было практически прекращено на протяжении этих годов. И возникает даже вопрос, а почему сокращено? На каком основании? Просто так, росчерком пера? Даже если посмотреть, давайте реально посмотреть, 300 детей из Крыма приблизительно поступило. 77,5 тысяч абитуриентов было в этом году. Это даже сотые процентов. И что? Здесь необходимо рубить прямо-таки по-живому, сокращая практически в 2 раза. Почему? А Вот те почему? У вас вопросы, есть которые... ответ? Есть ответ на этот вопрос? Нет, у меня этого ответа нет, потому что чиновники не дают ответов на данные вопросы. С ними очень сложно коммуницировать. Почему? Вас же хорошо знают, вот, ну, непосредственно Альменду, и сотрудничают с вами же, министерство хорошо сотрудничает. В некоторых местах сотрудничает хорошо, в некоторых не очень хорошо. То есть разные пути, разные направления, по которым есть. Иногда нас слышат, иногда нас не слышат. Вполне возможно, когда необходимо, нас услышат. В данном случае нас не слышат, и мы готовим дальше все-таки воздействовать на Министерство образования. Ну, вы уже сказали про Институт Богомольца. Какие еще вузы выбирали крымчане? Министерство в этом году опубликовало. Очень много крымчан выбирает вузов. К сожалению, уменьшилось количество в ТНУ. Сложно сказать причины, которые существуют. И при этом очень многие одесские и Львовская политехника снова-таки занимают одно из лидирующих мест. Кроме этого, появились тоже финансовые институты. То есть разброс очень большой, но здесь, к сожалению, в этом году сыграла в свою очередь пандемия, которая происходила. Вот эти вот проблемы, которые были на границе административной с временно оккупированным Крымом. Если бы не данная ситуация, я думаю, количество крымских детей было приблизительно раза в 3, а то и в 4 больше. Но будем надеяться, что все-таки будет урегулирован данный вопрос, и крымские дети на следующий год то же самое поедут в Украину. Чтобы так подытожить те ошибки, которые были допущены в эту избирательную кампанию, чтобы войти без них в следующую, вот на что нужно обратить внимание? Первое — это информационная кампания, которая должна начаться уже вчера. Крымчане должны знать, потому что до сих пор, несмотря на громадную информационную кампанию, как с вашей стороны, так и со стороны общественных организаций, в Крыму информация слаба. Поэтому это должна быть в первую очередь массированная информационная кампания. Следующее — это изменить все-таки правила, условия вступления для того, чтобы сдать больший люфт времени для детей из Крыма. Это связано как с транспортом, так и с административной границей, которая существует. В этом году так и было, по-моему, да? В этом году сроки вступления абитуриентов из Крыма продлевались чуть ли не до осени. Там существует определенная система. Первый поток, второй поток. Например, о втором потоке практически никому не было известно, и оно как-то осталось так завуалировано. И я думаю, здесь еще плюс ко всему необходима все-таки открытость государственных органов, которые должны быстро реагировать на данные ситуации. Но посмотреть в этом году даже была, то есть мы видели о том, как кабинет министров старался быстро реагировать и делал исключения для абитуриентов и абитуриенток из временно оккупированного Крыма, но все равно страх перед пандемией, я думаю, останавливал очень многих детей. Ну, вы часто же общаетесь с абитуриентами из Крыма. На что они больше всего жалуются, на какие трудности, когда пытаются приехать к нам?
Транспортная проблема, которая существует, проблема с жильем, то же самое, которое может быть возникать, и проблема все-таки уже за данное время разницы некоторые с образовательными программами, которые существуют, потому что за данный период прошло уже 6 лет, и дети в Крыму учатся по российским программам, которые очень часто по некоторым направлениям не соответствуют. Поэтому как раз и было предложение, и даже планировалось заложить финансы для создания дистанционных платформ. Пока на сегодняшний день те системы, которые есть, они для Крыма не очень срабатывают. Ну и кроме этого, все равно необходимы другие направления, которые возможны для того, чтобы работать с детьми, которые на данный момент проживают на территории оккупированного Крыма. Что вы имеете? Создание тех лагерей, куда они могут выезжать, открытие каких-то еще дополнительных платформ. Ну, возможностей много. Необходима только поддержка государства. Но ведь, учитывая хронический, я бы так сказал, дефицит бюджета, а в этом году он планируется просто катастрофический, рассчитывать на такую массовую поддержку государства не стоит. Есть ли какие-то инициативы, связанные с привлечением частного бизнеса для привлечения абитуриентов, для создания тех же лагерей, для, может быть, для создания Ну, каких-то это условий? снова-таки проблема, которая существует, это помощь других государств, которые есть, но здесь возникает проблема уже взаимодействия с российскими системами безопасности и опасность, которая существует для, опять же, тех же детей. Так, я думаю, что вполне возможно ряд вузов пойдет на то, чтобы приглашать детей на дни так называемых открытых дверей. И вот здесь бы как раз было хорошо, например, чтобы областная администрация Херсонская выделила транспорт, чтобы она могли на границе собирать детей и вести их по вузам. Ну, существует очень много предложений, как раз вот по ним и будем. Я благодарю вас за то, что были с нами на связи и рассказали о том, как прошла вступительная кампания, какие результаты привлечения крымских абитуриентов в наши вузы, какие итоги этого года. Благодарю вас, Олег Охредько, эксперт Альменды, организации, которая занимается в том числе и помощью крымчанам, крымским выпускникам для поступления в украинские вузы. Единственное, что вот хочу отметить, что Министерство образования Украины опубликовало топ вузов, куда больше всего вступили крымские абитуриенты через центры Крым-Украина, а это центры, которые позволяют поступать по упрощенной программе. И на первом месте, несмотря на то, что Олег Охредько сказал, есть проблемы с поступлением, это Таврический национальный университет имени Вернадского, 110 человек, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 51 человек, и Национальный университет Львовская политехника, 24 человека. И четвертый вуз, Херсонский государственный университет, 22 человека. Их могло быть больше, как отметил Олег Охредько, но несколько проблем, причин, которые этому помешали, они связаны как и с объективными, так и с субъективными факторами. Это, во-первых, безопасность абитуриентов и, вернее, их опасения, что как-то им могут помешать российские спецслужбы, опасения того, что это как-то может повлиять на их безопасность, если они будут ездить поступать в Крым. Это эпидемия с коронавирусом и закрытая админграница, которая была долгое время с оккупированным Крымом. До сих пор там действуют ограничения, связанные с возможностью въехать и выехать. Для этого нужны специальные условия. Это и, как отметил Олег Охредько, непонимание чиновников, на какие проблемы нужно обращать внимание в первую очередь. И ситуация, в том числе с коронавирусом на полуострове, когда там уже регистрируются рекордные случаи заболевания. А мы переходим к другой теме. С нами на связи Игорь Котелянец, глава объединения родственников политузников Кремля. Добрый вечер. Добрый вечер. Последнее время мы много слышим об активизации минских процессов, о подготовке к нормандскому процессу.
о том, что появляется план действий из 5 шагов, о том, как урегулировать ситуацию. И даже глава нашей трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук прогнозирует выборы в марте на оккупированных территориях. Но как-то ничего не слышно об обещании вернуть политических узников, как из Крыма, когда было обещано, что вот-вот начнется обмен, и крымские татары, которые находятся в российских тюрьмах, будут освобождены. Также и были обещания про возвращение политических узников, которые были арестованы оккупантами в Донецке. Я знаю, что вы неоднократно пытались наладить диалог с офисом президента. Это все заканчивалось на уровне омбудсмена, вы с ней встречались. И это уже прошло порядка времени, может быть, даже несколько месяцев. Какие результаты? Вам что-то известно о том, как идет работа по освобождению наших узников? Знаете, буквально сегодня с коллегами-правозащитниками обсуждали, что же нам нужно дальше делать для того, чтобы снова привлечь внимание к этой проблеме, потому что в государстве в отношении политузников снова все остановилось, достаточно давно уже остановилось, никаких, теперь уже даже обещаний никто не дает, никаких. И, собственно, и на общение с небольшой охотой выходят. Те, кто выходит, как правило, на такое неформальное общение, потому что в рамках формального общения всегда нужно что-то пообещать, а обещать сейчас ничего не берутся. Ну, ничего не происходит сейчас в вопросе освобождения политических узников, из которых практически 90% это крымские татары. Э, есть законопроект о поддержке политических узников, который лежит на рассмотрении в офисе президента уже год, уже даже больше. Он попал туда 9 ноября 2019 года. И до сих пор среди департаментов офиса президента нет какой-то согласованной позиции. До сих пор офис президента не может внести, и сам президент не может внести этот законопроект в Верховную Раду для того, чтобы хотя бы семьи были защищены, и, собственно, узники были обеспечены государственной помощью. Это речь А, идет о 100 тысячах? Нет, это речь идет о законопроекте, который гарантирует политузникам предоставление государственной помощи на адвокатов, на посылки, на содержание семей во время, на период, пока человек находится незаконно в тюрьмах Российской Федерации, а также о реабилитации после освобождения. Вот эти 100 тысяч, о которых вы упомянули, это была такая принята временная мера в виде постановления Кабмина, что вот пока, мол, сейчас пока будет законопроект идти в Верховную Раду, пока его будут голосовать, чтобы людям предоставить хоть какую-то помощь в размере 100 тысяч гривен в год на семью. Но и эта помощь сейчас нормально не оказывается. У нас было основано новое Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, которое, вот, собственно, в начале этого года приступило к исполнению своих обязанностей. Министерство ветеранов, которое ранее принимало заявления от семей политзаключенных на выделение помощи, передало Министерству реинтеграции все дела, но начали с того, что все заявления от семей были утеряны. Их нет, сказали в Министерстве реинтеграции. Правда, сказали через полгода, когда мы уже достаточно так решительно стали интересоваться, когда же вы наконец-то начнете работать. На что нам сказали, что, собственно, на основании чего работать, у нас никаких документов нет. Это, конечно, достаточно удобная позиция, потому что, согласно постановлению, документы должны были обработать в течение 20 дней после заявления, должны были обработать в течение 20 дней после их подачи. Полгода ничего не делалось, никому отвечать, конечно, за
бездействия не хочется, поэтому сугубо мой взгляд, да, на произошедшее, конечно, лучше все заявления просто потерять. Сейчас комиссия возобновила свою работу. На прошлую комиссию министерство вынесло на рассмотрение заявления, которые были не до конца укомплектованы. Члены комиссии просто не могли за них проголосовать. На вопрос, зачем это делается, почему с людьми никто не работает, с родственниками никто не работает, почему родственникам сразу не говорят, что, смотрите, вы принесли свое заявление, здесь не хватает вот этой бумажечки, вы ее, пожалуйста, донесите, чтобы мы могли вынести на рассмотрение комиссии. Ну, с родственниками никто не работает, им никто ничего не разъясняет, соответственно, имеем то, что имеем. Пока что на данный момент в рамках 2020 года если я не ошибаюсь, более 30 семей получило такую поддержку, вот эти 100 тысяч гривен в год, но большинство семей, собственно, эту поддержку пока еще не получило. А большинство это сколько? Ну, у нас в районе 100 семей всего, то есть семьи 30%. политических узников. То есть, ну, хочется верить в то, что министерство успеет провести заседание комиссии и выдать эти деньги семьям, но видя, как это делается, я не верю, если честно, что это произойдет. К тому же Почему? некоторым не верю по той причине, да нет, нормально. Вы знаете, то, что происходит, я честно, ну, у меня такое впечатление, что это саботаж, что это не работа. С родственниками никто не общается, им никто ничего не объясняет. Некоторым родственникам комиссия отказала в предоставлении помощи, на которую они имели право. Родственникам никто с ними не связывается, и никто им не объясняет, что вам отказано и по какой причине отказано. Понимаете, это такая с закрытыми дверьми абсолютно какая-то институция, которая, к сожалению, на сегодняшний день даже коммуникацию с родственниками политических заключенных не может обеспечить. Не говоря уже о том, что в некоторых случаях они принимают документы и выносят на рассмотрение, зная, что к этим документам нужно доложить еще там определенные бумажки, но почему-то не говоря об этом родственникам. Теперь, когда родственники, которым уже отказали в предоставлении помощи, снова приносят заявление на получение помощи, им говорят: нет, по вам уже комиссия рассмотрела, до свидания. Вот у меня сейчас история, с которой я работаю, это история политзаключенного Александра Марченко, по которому родственники подали заявление, им было отказано без объяснения вообще какого-либо. Родственники подготовили, направили снова заявление, но уже, скажем так, с рекомендациями, там, с некоторыми, в том числе и моими, по поводу того, чтобы приложить там еще определенные справки и определенную информацию. У них просто не принимают даже к рассмотрению, понимаете, эти документы. По семьям крымских татар, да, у нас были ситуации, когда семьи оформляли по религиозным канонам свои браки, да, и, соответственно, для людей это было, для людей это документ, да, для государства это не документ. Снова-таки у них документы принимали, просто отказывали на этом основании, и все. Год прошел, бюджет в рамках года не использован, семьи теряют возможность получить эти деньги, то есть навсегда теряют эту возможность. Поэтому то, что сейчас происходит с Министерством реинтеграции, вызывает определенные опасения. Я считаю, что в тех случаях, когда министерство отказывает у родственников принимать заявление на рассмотрение комиссии, министерство поступает незаконно. И вот сейчас по тем фактам, которые известны, да, мы посмотрим в ближайшие буквально неделю-две, как министерство себя поведет. Если родственникам по-прежнему будет отказано в рассмотрении заявлений,
то мы будем формировать иск в суд, потому что министерство в данном случае просто саботирует, оно не выполняет свою функцию. И прошу вас заметить, что буквально в сентябре, да, благодаря Центру журналистских расследований, стало известно, что буквально в сентябре Министерство реинтеграции направило, точнее инициировало там определенное постановление Кабмина, которым направляет деньги, которые предназначаются на поддержку семей политзаключенных, часть денег они направляют на некое державне підприємство, да, которое должно там утримувати КПВВ с оккупированными территориями. Да, у меня вопрос. То есть, во-первых, почему деньги, которые изначально в бюджете государственном закладывались на поддержку семьи, почему их тышком-нышком перераспределяют и вообще направляют вообще абсолютно на другие цели, и на фоне этого отказывают некоторым семьям в предоставлении помощи. То есть меня это возмущает. Я считаю, что здесь могут быть даже коррупционные некоторые риски, когда штучно, да, абсолютно искусственно не дают возможность родственникам получать помощь, при этом деньги куда-то распределяют на другие нужды. А вы пытались встретиться с вице-премьером и министром по вопросам временно оккупированных территорий Алексеем Да, Резниковым? да, мы пытались встретиться, министр с нами не встречается, мы ни разу не получили подтверждения о встрече, но с нами встречались заместители министра, в частности Игорь Еременко, и с паном Игорем у нас были коммуникации. Игорь Еременко не видит в этом в описанной мною ситуации никаких проблем абсолютно. Считает, что он действует по закону и, собственно, ничем помочь не может. Поэтому я, честно говоря, уже разуверился в возможности какой-то качественной коммуникации с министерством. Мы сейчас по двум случаям, да, которые мы точно считаем незаконными, мы сейчас готовим правовую позицию, будем смотреть, как будет реагировать на это министерство. Соответственно, если никак не будет реагировать, ну, значит, мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Может быть, причина в том, что нету статуса, да, правового статуса политический узник? Может быть, вся эта волокита Статуса происходит? действительно нету. Статуса действительно нету, и действительно это усложняет работу. Ну, знаете, статуса как такового его и не будет, но будет, скажем так, ну, как некий аналог статуса, да, то есть в законе, в законопроекте, который уже год лежит в офисе президента, там предусмотрено введение реестра и возложена функция на государство признавать человека жертвой российской агрессии и ув'язненным за політичними мотивами. Да? То есть это не статус, но это, скажем так, некое подобие статуса. Оно дается для того, чтобы человек мог получать от государства помощь, правовую помощь, социальную помощь, медицинскую, психологическую, то есть все виды помощи, как это должно происходить в любом нормальном государстве. Пока этот законопроект не внесен в Верховную Раду, мы вынуждены пользоваться вот этим постановлением 1122 кабминовским, которое просто дает возможность выдавать людям по 100 тысяч гривен. Но и то, понимаете, то, что происходит на этих комиссиях, вот в этом году, да, еще с подачи Министерства ветеранов, Министерства ветеранов бывшего Оксаны Калиды, впервые в состав комиссии вошли представители общественных организаций, в том числе и я туда вошел в этом году. Я просто сейчас вижу, как принимаются эти решения. Я подписал, и все подписали бумаги, да, о том, что мы не имеем права разглашать, да, ведомости о том, там, кто как голосует. Но то, что я вижу, как работает комиссия, я вижу, что это происходит очень, знаете, по-профански. Никто информация, которую подают на министерство,
извините, на рассмотрение членам комиссии от Министерства реинтеграции, она содержит очень часто уйму ошибок, и на основании этой информации члены комиссии должны принимать решения. Конечно же, Игорь, я вас перебью. Мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрий вечір, пане Романе. Я хотів вам сказати, я Володимир з Харківщини. Десь ще 5 років тому я казав вашому лідеру Меджлісу, я кажу, чого ви не забираєте хлопців, яким 18-19 років з Криму, щоб вони послужили в українському війську, щоб вони не служили війську агресора і окупанта. І воно так і заглохло. Чи ніхто не ставить це питання? Ну, люди, які служать у війську, які ненавидять цих кримських татар. Я уявляю, як там бідним хлопцям служити. От. І так це замовкло, як хлопці, підходять там, спокійно переїжджайте в Україну, в Україні ідіть там на службу. І тут послужити в нормальній армії, то що як визволяти Крим будуть не тільки дипломати. І це треба робити на носі. Дипломатичним способом ми Крим ніколи не визволимо. І цього не буде, щоб люди хоч мінімальну військову підготовку пройшли, то це Україна дає можливість татарам бути. В Росії вони просто як до останнього сорту, і на те нема ради. Дякую за відповідь. Спасибо, Владимир. Мне трудно ответить как бы за всех, да, но есть как бы несколько аспектов. Во-первых, для крымских татар Крым — это родная земля, и какие бы там условия жизни бы не были, многие просто не готовы выехать из Крыма и расстаться с родиной, потому что была положена масса усилий для возвращения. А второй аспект — это, наверное, нужно что-то подготовить, какие-то условия для жизни здесь, на материке. Тут опять могут возникнуть вопросы, например, такие, как вот, которые мы обсуждаем с Игорем. Не знаю, удовлетворит ли вас такой ответ. Игорь, да, понятно, что бюрократия, волокита, ошибки — это как бы неизбежные сопутствующие всегда сотрудничество с госучреждениями. Но тут хочется понимать, есть ли воля и понимание проблемы ее решить, есть ли желание ее решить? Скажу вам честно, да, как правило, когда высокопосадовцы какие-то, да, там президент, премьер, может быть, министр, выступают где-нибудь там на телеканале АТР или на каких-то популярных ток-шоу, они, конечно, очень озабочены проблемами, которыми им поручено решать, и искренне верят, что они действительно хотят их решить. Но на уровне чиновников, которые, например, потом становятся членами комиссии, например, которые должны принимать решения о том, достоин этот человек получить помощь или недостоин. То есть на этом уровне люди, по моим наблюдениям и по моей субъективной оценке, руководствуются только лишь нормами, да, и вопросами собственной безопасности, а не будет ли мне чего-то, да, вот не подставляю ли я себя под риск, там, принимая какое-то решение. И еще что я заметил, мои собственные наблюдения. Люди, которые принимают такие решения, вот когда они слушают, например, да, им описывают кейс, что вот человека забрали российские оккупанты незаконно, посадили по политическим мотивам. Почему-то, если появляется информация, что этот человек достаточно неплохо жил, и у него на оккупированной территории все было хорошо, там машина дорогая или дом хороший, он в нем жил, то почему-то сразу просыпается какое-то, знаете, упереджене таке ставлення. То есть, так все хорошо у него там, наверное, так и помощь ему зачем тогда государственная. Я видел просто, как на фоне вот информации о том, что человек позволил себе до оккупации нормально пожить или нормально себе заработать, что эта информация воспринимается как причина
почему этого человека можно лишить помощи. Никто уже не помнит о том, что вообще-то люди лишались домов, лишались своего имущества, их регионы, да, родные для них регионы Украины, они сейчас оккупированы. И если человек сумел устроить свою жизнь еще до оккупации нормально, жил и там мог себе позволять там покупать какие-то вещи, это не является причиной, по которой ему можно отказать сейчас. К тому же сейчас все эти люди, да, они уравнялись, они все столкнулись с одинаковой бедой, у них у всех все отобрали, забрали, посадили, их родственники абсолютно одинаково страдают, их дети абсолютно одинаково не видят своих отцов, им всем абсолютно одинаково нужна сейчас адвокатская помощь, независимо от того, кто как жил до оккупации. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Игорь Котелянец, глава объединения родственников политических узников, был с нами. И говорили мы о проблемах, связанных с помощью семьям политических узников и о том, как эти вопросы решает или не решает наше государство. Но хочется поговорить иногда и о хороших новостях. Ведь не все плохо у нас бывает. И вот завтра общественная организация Крыма Леси, Крымская семья, проведет презентацию проекта образовательный курс «Крымские татары. История, культура, искусство». Это результат работы историков и деятелей культуры. Стало первое учебное пособие «История Крыма и крымско-татарского народа», изданное на 2 языках, на украинском и крымско-татарском. И будет представлена образовательная онлайн-платформа с циклом лекций, курсом видеоуроков по истории, культуре и искусстве крымских татар. Над созданием этого учебника, этого пособия работала большая группа историков, деятелей культуры. И вот один из них, один из авторов с нами на связи, это Рустем Скибин, известный керамист, и он же заслуженный мастер народного творчества Украины. Добрый вечер, Рустем. Добрый вечер. А Рады. можете нам рассказать поподробнее, что это за пособие, что за платформа, какой исторический период он охватывает и какая ваша роль в работе над ним? Да, если говорить об историческом, то это с самого раннего и по сегодняшний день история формирования традиции, культуры крымских татар. Моя работа заключалась больше в прикладном искусстве, в искусстве крымских татар, в коммуникациях с мастерами. И в этом проекте мы представили 5 сегментов нашей культуры с мастерами, которые провели серию лекций и мастер-классов, каждый в своей сфере деятельности. У нас была представлена одежда. О ней рассказала известный дизайнер, модельер Майри Люман, исследователь крымско-татарской одежды, Рифат Куртиев, чеканка, металл, художественный металл, посуда, предметы, то, как это выглядело, где это использовалось. Это наша очень известная вышивка, которую представила Айше Усманова, двусторонняя, мафлама и приемы исполнения. И керамика, 2 мастер-класса, история возникновения керамики гончарного круга. И 2-й мастер-класс «Народная игрушка». Мы с детьми пробовали лепить на месте и сделать продукт, свистульку, которая была бы рабочей, интересной. Я правильно понимаю, что это печатный учебник, который будет издан? Можете рассказать о его тираже, о том, где он будет распространяться, кто его может, для чего он, для кого он? Ну да, сейчас это ограниченный тираж, который уже практически весь разошелся по библиотекам, по общественным организациям по всей Украине. А сейчас, я так понимаю, допечатывается вариант на крымско-татарском языке, который также будет
роздан и частично передан в Крым. И вторая часть — это виртуальное пространство, это серия вот видеоуроков, лекций, и также будет аудиокнига в формате издана. Где он будет применяться? Это просто можно будет купить в магазине, это будет пособие для школ, вузов. Ну, сейчас, как я уже сказал, это не коммерческий. Сейчас это раздается по библиотекам, по школам, для того, чтобы большее количество людей могло с ним ознакомиться. Вот. О дальнейших планах вам, наверное, расскажет организатор, куратор этого проекта Анифе Курсиитова, организация Крым Айлеси, Крымская родина. Потому что книга вызвала огромный интерес среди зрителей, читателей, и там после публикации нескольких в Фейсбуке уже прям поток вопросов, где Предзаказ. можно приобрести, да, предзаказы. А как вы участвовали? Почему вы решили участвовать в этом? И, собственно, как вы поняли, что именно нужно из вашего творчества показать в этом учебнике? Ну, конечно же, к сожалению, мы не можем показать весь спектр, так как ограничены средствами, возможностями. Но это первый такой шаг нами сделан. Он очень важен для того, чтобы познакомить всех и украинцев, и не только украинцев, с крымскими татарами, с народом, с его историей, с традициями. Я хочу обратить внимание, более так как бы уточнить о живых традициях, которые сегодня у нас известны, они популярны, они используются. И есть такое выражение «народ жив, пока жива культура». Для меня это важно показать, рассказать об этом для всех. Спасибо вам большое, что рассказали о том, как шла работа над этим пособием и о вашем участии. Благодарю вас, Рустем Скибин, известный керамист и заслуженный мастер народной творчества Украины. А с нами сейчас на связи политолог Олег Саакян. Добрый вечер, Олег. Вітаю вас, доброго. Хотел с вами поговорить о сегодняшнем заседании украинского парламента, на котором таки провалили постановление об отмене постановления Кабинета министров о карантине выходного дня. Ну, во-первых, собственно, почему эта инициатива у парламентариев появилась, и не была ли она обречена на провал с самого начала? Ну, все виглядало так, що її провал не був гарантований, тому що ми бачимо, що і низка депутатів середини «Слуг народу» все ж таки виступали проти цієї ініціативи. Але проявилося, що сил, скажімо, в уряду ще достатньо, і в Офісу президента, для того, щоб їх фракція не давала голоси сепаратно від них за таку ініціативу. Відповідно, ми бачимо, що вона не набрала голосів. Тобто це фактично такий був стрес-тест монобільшості, який вона на сьогодні пройшла з втратами для себе, тому що я думаю, що це створить певний водорозділ всередині депутатів, тому що це питання було не стільки навіть функціональне, скільки певним чином ціннісне і таким компасом української політики всередині. Тобто я думаю, що його ще будуть реанімовувати, і, скоріш за все, уряду зараз потрібно буде цього прислухатися, тому що це не перша і не остання подібна ініціатива. А если говорить, собственно, по существу, этот карантин как полумера, да, наверное, воспринимается депутатами, поэтому они инициировали это решение. Почему наше правительство идет на именно такой шаг? Дивіться, я би не сказав взагалі, що воно якось сприймається депутатами, тому що депутати реагують на суспільний запит. І тут проблема в тому, що в суспільстві це сприймається як напівміра, і таке сприйняття є від того, що уряд доволі слабко вів комунікацію з суспільством стосовно власних кроків. По-перше, така дія не була пояснена заздалегідь. По-друге, вона не була прокомунікована аргументовано. Наприклад, з досвідами інших країн або з виступами профільних експертів, мікробіологів, вірусологів,
епідеміологів тощо, тобто сивими людьми в окулярах, ну як любить пересічний українець чи пересічний громадянин будь-який, який би дали би достатній рівень авторитетності саме такого кроку, тому що він є болючим для суспільства. По-третє, це низький рівень довіри, перш за все, до інституцій, тобто до Міністерства охорони здоров'я, до уряду, до влади в цілому. Це, звісно, створює з самого початку презумпцію недовіри і несприйняття таких кроків. Ну і по-четверте, це низький рівень сприйняття власне політичної еліти, себто прізвищ. Після Вілюру, епіцентру тощо в людей закрався страх, що такі кроки можуть носити вибірковий характер. І що хтось буде працювати, хтось не буде, і взагалі наскільки воно ефективно, повертаємось до тих трьох питань, які я окреслив до цього. І таким чином склалася ситуація, коли люди не були готові дати мандат владі на те, щоб обмежити себе на 2 дні в такому широкому розрізі і спектрі прав і можливостей. Звісно, цим почали користатися мери, тому що вони до людей якомога поближче. Причому ті переважно мери, які йдуть на другий тур, в яких от на носі мали бути вибори на цих вихідних або на наступних вихідних. І це ще більше підняло цей градус бурління в суспільстві. І ми побачили цілі акції непокори фактично і бізнесу, і різних мереж торгівельних тощо, які вирішили, що вони будуть працювати. Вже не кажучи про те, що все ж таки на гумор наше суспільство багате, і почалося, починаючи від реєстрації різних кафе і ресторанів, як домов молитви, завершуючи різними іншими ініціативами, як спортцентри, в нас різко ставали оздоровчими організаціями. Тобто, на жаль, тут ми бачимо комплексне і системне питання, яке просто проявила ця чергова ініціатива уряду. Вы сказали, что это провело водораздел в монобольшинстве, да? Ну, там частенько случаются, там же есть, да, и так есть разные группы, разные политические влияния. Ну, то есть он и так существовал? Или этот раскол стал еще теперь больше? Але розумієте, там є ціла низка різних розколів, я не знаю, чи коректно називати, я би не казав би розколи, мабуть, я б сказав би, що там є різні поділи всередині, тому що різні групи, вони об'єднуються, скажімо, ситуативно, в залежності від того, проти чого протистоять, або проти кого, або за що. І цей водорозділ, чому він проявився? Тому що він не пов'язаний, не стільки пов'язаний з прізвищами чи з бізнес-інтересами тощо. Він, перш за все, був ціннісний. Хто більш прислухається до, скажімо, звуків з вулиці, а хто більш прислуховується до команди з Банкової. І отут було видно, хто з депутатів вирішив просто захворіти, не прийти, або виступити проти, або підтримати, або скористатися партійною дисципліною, все ж таки діяти в команді з урядом. Оцей момент, він певним чином є стрес-тестом, тому що це не один олігарх з ним домовилися, а з іншим олігархом не домовилися. На жаль, така ситуація, вона була притаманна всім коаліціям в парламенті. І тут просто монобільшість нічим якісно особливо не відрізняється від полібільшостей, які в нас були всі роки до того незалежності. С нами на связи Виталий Безгин, народный депутат, фракция «Слуга народа». Не отключайтесь, Олег, можем побеседовать втроем, если получится. Добрый вечер, Виталий. Да, добрый вечер. Как вы голосовали за сегодняшнее постановление? Вы готовы были... Яке саме постанову маєте на увазі, що з приводу карантину вихідного дня? Да, об отмене постановления Кабмина о карантине выходного дня. Я був одним з небагатьох слуг народу, хто голосував за дану постанову. Я об'єктивно вважаю, що рішення про впровадження карантину дня є хибним, і об'єктивно сьогодні Рада мала б зробити цей крок, щоб дати уряду певний імпульс, щоб уряд це скасував, тому що все ж таки подібні рішення без попереднього погодження з бізнесовим середовищем, без органів місцевого самоврядування не мають права бути ухваленими. На превеликий жаль, це вже сталося і тільки загострило відношення громадян безпосередньо до виконавчої влади. Тому дуже шкода, що тільки 149 голосів було. Звісно, що треба було сьогодні підтримувати цю постанову. Дуже шкода, що більшість колег це не зробила. А як же партійна дисципліна? Ну, дивіться, все ж таки, напевно, партійна дисципліна – це добре, але народні депутати – це люди, яким надали мандат довіри, власне, громадяни. І я думаю, що якщо ми опікуємось питаннями, а в контексті мого комітету це місцеве самоврядування і все ж таки підприємців, то ми маємо, власне, захищати їх інтереси. А такі постанови, вони, по-перше, не покращують епідеміологічну ситуацію, по-друге, реально вбивають бізнес, особливо креативну індустрію, особливо готельно-ресторанний бізнес. Тому вважаю, що
такі міри є невиправданими. І звісно, що треба, щоб вони пішли в небуття. Сподіваюся, що можливо уряд навіть попри відсутність рішення ради після консультацій з іншими стейкхолдерами вирішить скасувати карантин вихідного дня. Принаймні, я щиро в це сподіваюся. А вы не боитесь, в свою очередь, услышать обвинения в популизме? Потому что вот есть оценки, во-первых, от того, что, во-первых, бизнес малый и средний не закрывается, он может работать в будние дни. А во-вторых, ВВП от этого бизнеса 0 там каких-то там десятые, сотые процента. И о том, что если идти на полный локдаун, это приведет к полной катастрофе на самом деле экономики. Дивіться, давайте покроково. Перше, що я думаю, відсотки до ВВП і формування бюджетів треба рівняти по кожній окремій території. Якщо ми кажемо, наприклад, про Львівщину чи про Івано-Франківську область, то я думаю, що там не маленький відсоток, а десь там в районах 15-20% наповнення місцевого бюджету. А це суттєві кошти і суттєва доля власне підприємців, які в цьому займаються. Що стосується популізму, мені здається, набагато більш популістичним є ухвалювати рішення без будь-якої аналітики, яка доведе, що ці рішення є ефективними. Зокрема, я тиждень ще назад спрямував на Міністерство охорони здоров'я запит з приводу надання аналітики, чому саме такі заходи є ефективними. Бо моє переконання, даної аналітики просто немає, і досі я відповіді не отримав. Тому мені здається, що все ж таки ми маємо не тільки убезпечити громадян з точки зору медицини, але й не забувати, що без бізнесу в нас немає чим наповнювати бюджет. Ми можемо зараз його паралізувати, а потім нам не буде фактично за рахунок чого покривати бюджетні видатки. Тому всюди має бути баланс інтересів і все ж таки проведені консультації. А не можна просто ухвалювати рішення і намагатися через коліна переламати і місцеве самоврядування, і підприємців, і власне народних депутатів. А какой вариант? Ведь на самом деле не так уже много. Или такая полумера, или отсутствие всех мер, или полный локдаун. Вот за какой вариант? Дивіться, я не медик, але якщо ми знаємо загальновідомих фактів, що інкубаційний період триває 2 тижні, у мене виникає питання, як покращити динаміку зниження соціальних контактів протягом 2 днів, якщо ми не знаємо, хто є носієм, і, наприклад, у нас при цьому не обмежується громадський транспорт. Хорошо, мы пришли к выводу, что это не очень эффективно. А что эффективно? Дивіться, на моє переконання, ефективним було б просто забезпечення дотримання базових протиепідеміологічних мір, як дотримання соціальної дистанції і масковий режим. А якщо в нас, вибачте, це не дотримується навіть в громадському транспорті в Києві, що ми маємо вимагати від підприємців? Крім того, мені здається, що дотримувати соціальної дистанції – це контролювати в ресторанах чи в кінотеатрах набагато простіше, ніж, наприклад, в київському метро, де в годину пік ми бачимо просто якийсь колапс, коли люди без масок стоять один в одного на голові, і точно там ризик розповсюдження хвороби є набагато більш високим, ніж, наприклад, в ресторації на Франківщині. Благодарю вас за вашу позицию. Виталий Безгин, народный депутат, фракция «Слуги народа», объяснил свою позицию, почему он голосовал за отмену постановления Кабинета министров. Можете прокомментировать такую позицию депутата? Я думаю, в принципі, позиція депутата – це якраз яскрава ілюстрація того, про що ми з вами казали. Що все ж таки хтось просто більше орієнтується на суспільство, хтось більше орієнтується на партійну дисципліну. І що з цього здомінувало, те ми і бачимо сьогодні по голосуванню депутатів. Тим паче, що цією ситуацією зараз доволі серйозно опікується одразу ціла низка політиків, зокрема і опозиційних політиків. Бачимо, що зараз на цьому полі починають ламати списи. Вона дуже, скажімо, зрозуміла цілі когорти українських політиків, які зараз, я думаю, що підхоплять, і ми побачимо ще й накладання цього протесту в суспільстві і риторики певних політичних сил. Когда вы говорите за интересы общества, это голосование, это постановление, отменить нужно постановление Кабмина, чтобы поддержать бизнес. Нет ли действительно в этом популизма своего рода? Потому что, ведь когда ситуация будет не подконтрольна нашему здравоохранению, и эта полумера, может быть, и не даст того результата, локдаун наступит сам по себе, и тогда уже защищать-то, собственно, будет никого невозможно. Тоді локдаун не наступить, тоді наступить колапс, направду. І тому я й сказав, що не в інтересах, скажімо, суспільства, а спираючись на голос суспільства, голос вулиці. Тому що, якщо говорити про епідеміологічну ситуацію, то я, направду, схиляюся до того, аналізуючи повсякчас і досвід інших країн, і спілкуючись з профільними експертами. Звісно, я як політолог не маю достатньої експертизи і фаховості для того, щоб давати якийсь рецепт. Але як громадянин, на мою думку, все ж таки
скоріше нам потрібно готуватися до повномасштабного локдауну, трьохтижневого, як це роблять в Європі, із компенсаторними механізмами для бізнесу, для того, щоб він не просто не вимер за ці 3 тижні без роботи, але тим не менш для того, щоб збити цю хвилю захворюваності. За інакших обставин ми будемо так по шматах рубати цей хвіст собаки. І цілком вирогідно, що це буде і боляче в декілька разів більше, і неефективніше, і того сценарію, який на сьогоднішній день нам виглядає ще поки що в перспективі негативним, ми його не уникнемо. Я благодарю вас за то, что были с нами на связи. Олег Саакян, политолог, с которым мы говорили о выходе из коронавирусного кризиса, еще одного. А с нами на связи должен был быть Сергей Фурсак, мне подсказывают режиссеры, он сейчас с нами на связи, эксперт по финансовым вопросам. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Для начала давайте послушаем, что сказал наш премьер Денис Шмыгаль, выступая перед депутатами, перед голосованием за отмену постановления Кабинета министров о карантине выходного дня. Он рассказал, во-первых, он пытался объяснить депутатам, какая задача этого карантина, и рассказал, при каких условиях в стране будет введен полный локдаун. В третьому кварталі порівняно з другим кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою необхідно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії. Вот у нас есть перспектива, и локдаун вводить, судя по уверениям нашего Кабинета министров, катастрофически для экономики. Согласны ли вы с такой оценкой? Ну, смотрите, локдаун — это очень больно для экономики, особенно больно, когда у бюджета вообще нет денег для того, чтобы поддерживать бизнес. А мы сейчас в такой ситуации, когда в бюджете просто вообще нет денег. Поэтому, да, это больно, но, скорее всего, это будет неизбежно. А для чего тогда эти полумеры, этот карантин выходного дня? Ну, во-первых, знаете, есть, когда люди в окопах, все перестают быть атеистами. Да, есть такое понятие веры. Да, вот поскольку они делают что-то в надежде, вот даже без расчетов, а в надежде, а вдруг поможет. Да, это как будто бы вы падаете с башни и начинаете очень активно махать руками. Ну, ваша скорость замедляется, да, в падении, теоретически замедляется, но это не спасет вас от того, что вы хлопнетесь об асфальт и погибнете. Поэтому я думаю, что сейчас, с одной стороны, это, конечно, имитация бурной деятельности, а с другой — отчаянный шаг, а вдруг поможет. Ну, вдруг, не буду говорить, что бывает, как правило. Но давайте попробуем все-таки понять, где больше экономика, где больше популизм. Когда мы вводим локдаун, вернее, карантин выходного дня, это больше экономика или популизм, чтобы не страдало все предприниматели сразу. Или когда депутаты пытаются отменить это постановление Кабинета министров. Действительно ли это защита прав предпринимателей или это же популизм? Что это? Вот как оценить? Ну, смотрите, когда депутаты пытаются отменять, скорее всего, это, конечно же, популизм. Конечно же, карантин выходного дня — это больно для сферы услуг, это больно в первую очередь для торгово-развлекательных центров, для ресторанов, это больно. Поэтому их протест абсолютно очевиден. Бизнес эгоистично хочет, чтобы он не страдал. Но депутаты в данном случае, они же политики, и поэтому политики, скорее всего, просто используют эту ситуацию для того, чтобы получить там толику популярности в данном случае. Просто самое, наверное, обидное для бизнеса в данной ситуации, что они могут страдать ни за что. Условно говоря, то есть карантин выходного дня действительно бьет по бизнесу, но не остановит эпидемию, и все равно придется вводить полноценный локдаун. И тогда еще дополнительный будет удар по бизнесу. И сейчас, получается, вот этих 3 выходных подряд, они страдают просто так. А можно ли оценить потери бизнеса ресторанного, спортивных комплексов? Насколько это действительно серьезно бьет по их карманам? Ну, смотрите, когда мы говорим, например, про ТРЦ, торгово-развлекательные центры, у них
приблизительно 50% выручки приходится на выходные. Даже если сейчас часть выручки сдвинется на будние дни, то есть вы планировали шопинг на выходные, но знаете, что там закрыто и пойдете в будни, но все равно понятно, что это процентов 30-40 потерь. Это больно, это много. Плюс-минус такие же цифры наверняка и в ресторанном бизнесе, где, ну тут есть, конечно, еще вечер пятницы, но в принципе суббота, воскресенье это такие наиболее доходные дни, и там процентов 30 выручки, наверное, они теряют. Это больно, безусловно. Но 30% это критично или это на грани выживания? Вот по вашим прогнозам, многие смогут, если этот карантин выходного дня затянется, пережить его? Смотрите, мы много слышали о том, что локдаун смертелен, вот тот, который был, 2 месяца длился. Но, как по мне, очень малая толика ресторанов действительно закрылась. Поэтому я думаю, что это не смертельно, но это больно. Да, люди теряют деньги, и люди не хотят терять деньги. Их можно понять. А помогут ли акции, вот попытки пикетировать, будет ли услышано требование предпринимателей, как вы считаете? Ну, смотрите, тут же, в принципе, украинская власть последние 1,5 года очень чувствительна к любым протестам. Но в данном случае, я думаю, вряд ли поможет. Благодарю вас за вашу оценку. И на этом наше время эфирное подошло к концу. Сергей Фурса, эксперт по финансовым вопросам, был с нами на связи. В течение 1,5 часов мы говорили о ситуации с мирными переговорами на Донбассе, говорили о том, как продвигаются переговоры, связанные с освобождением политических узников, обсудили итоги вступительной кампании крымских абитуриентов в материковые вузы, поговорили о карантине выходного дня, о перспективах введения полного локдауна в стране, о том, что больше экономического расчета или популизма в решениях Кабинета министров ввести карантин выходного дня, и что больше популизма или желание поддержать частный бизнес в решении депутатов, которые хотели отменить постановление Кабинета министров, но им это не удалось. Поговорили о том, какой процент прибыли могут потерять частные предприниматели, чей бизнес как раз и рассчитан на потребителей выходного дня. На этом наше время подходит к концу. Сейчас эфир я передаю Гульсум Халиловой. Ее крымско-татарский блог будет через буквально несколько минут, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с АТР. Biz bugün sizlerle beraber tanışacak